смотрите новости в прямом эфире. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. В начале коротко о главных темах к этому часу. Не все получили деньги. Глава Якутии провел совещание, где лично взял под контроль вопрос с выплатами средств ликвидаторам лесных пожаров. Ориентация на север и на Арктику. В Якутии начался межрегиональный форум «Новая Евразия. Арктический вектор». Дистанционка не для всех. Планируется ли перевод столичных школ на дистанционное обучение? Расскажем об этом подробнее. Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству решить вопрос с погашением задолженности перед участниками ликвидации лесных пожаров. Такую задачу он поставил перед первым вице-премьером правительства Якутии Дмитрием Садовниковым сегодня в ходе планерного совещания с участием руководства правительства и администрации главы и правительства. В настоящее время четверть участников ликвидации лесных пожаров еще не получила выплаты. Данный вопрос взят Айсеном Николаевым под личный контроль. Ориентация на север и на Арктику. О значимости Якутии для изучения и освоения арктической зоны страны сегодня обсуждают на межрегиональном форуме «Новая Евразия. Арктический вектор». Форум на территории региона проходит впервые. В этот раз участники форума ставят вопросы освоения и развития арктической зоны страны и мира. Так, по словам участников мероприятия, Якутия может стать ведущим регионом развития культуры в Арктике. В рамках форума организована работа двух секций. Это площадка по вопросам развития туризма в регионе и в стране, а также площадка по вопросам освоения труднодоступных территорий и развития гражданской авиации. Помимо этого, актуальным остается вопрос межэтнических отношений и развития евразийского сотрудничества. По итогам работы форума будут разработаны ряд конкретных инициатив и проектов. Вот это все происходит сейчас на форуме, живой обмен идеями, такая фабрика мысли в реальном режиме времени. Вот сейчас мы просто очень богатое общение и обмен идеями происходит. И я думаю, что результатом этого будет некая общая стратегия, движение будет приобретать материальные формы, да, то есть это будет становиться подспорьем и для лиц, принимающих решения. И я надеюсь, что оно будет становиться все более широким, охватывать разные регионы, но при этом, конечно же, Якутия вот будет одним из первопроходцев, где впервые все это озвучивается, где впервые это все происходит в настоящем времени. К другим темам. В Якутии отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. По итогам прошедшей недели в Якутии отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на совещании оперштаба с участием глав районов. В то же время он призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19 и гриппа. По итогам прошлой недели в республике регистрируется стабильное снижение заболеваемости, в частности в Якутске. На Якутск приходится 40-45% от общей заболеваемости в республике, хотя совсем недавно показатель составлял 50% и выше. При этом в ряде районов сохраняется напряженная обстановка, в частности в Нерюнгринском, Хангаласском и Тампонском районах. Между тем, Якутия получит средства на закупку лекарств для амбулаторных больных с COVID-19. Из резервного фонда правительства России регионам страны будет направлено более 5 миллиардов рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных с коронавирусной инфекцией. Речь идет о пациентах, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Кроме того, в 2022 году Якутия наравне с 5 регионами России со сложными климатическими и географическими условиями получит дополнительные средства из федерального фонда обязательного медицинского страхования. Николаев отметил также, что с 24 ноября вступило в силу постановление правительства России, определяющее перечень случаев, когда ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию можно будет сдать бесплатно по полису ОМС. Тестирование на ковид можно будет пройти бесплатно, если имеются признаки острого простудного заболевания, при этом появляются симптомы COVID-19. Образовательные учреждения в столице республики не намерены переводить на дистанционную форму обучения. Об этом сообщил начальник управления образования Якутска Алексей Семенов. На данный момент порог заболеваемости ОРВИ коронавирусом среди учащихся города не превышен. Частично на дистанционном обучении находятся 30-я и 17-я школы. Полностью очно в данный момент работают 8 образовательных учреждений, 40 в смешанном формате.
Новый автомобиль подарят бывшему сотруднику производства. В начале этого года мужчина получил производственную травму, вследствие чего ему поставили инвалидность, и продолжать работу он не смог. За помощью он обратился к фонду социального страхования. Подробности нам расскажет наш корреспондент Саргалана Неустроева. Прямо сейчас она выходит с нами на прямую связь. Саргалана, приветствую. Расскажи, пожалуйста, какую машину он получит. Приветствую, Валерия. Сейчас я нахожусь в автосалоне «Колми», где уже прошло вручение ключей автомобиля пострадавшему на производстве Аялу Челбадукову. Ну, как раз за моей спиной вы можете увидеть данную машину. Это новенькая легковая белая «Лада Гранта», которая оснащена ручным управлением, что, безусловно, очень важно для Аялы Челбадукова. Кроме того, сотрудники салона «Колми» уверяют, что данная машина очень надежная, главное, экономичная, и в условиях наших суровых зим показала себя как качественный и надежный автомобиль. Ну а сейчас мы как раз спросим вообще, каковы ощущения у самого Аялы Челбадукова, который буквально 5 минут назад получил ключи. Можете вот продемонстрировать. Здравствуйте, Аял, поздравляем вас с новым автомобилем. Расскажите, пожалуйста, как ваше настроение? Здравствуйте. Настроение отличное. Не ожидал такого. Подарок на Новый год. И на днях день рождения у меня. Вот такой подарок от ФСС. Ну, мне сказали, что вы прилетели в Якутск из Сунтарского района на самолете обратно домой. Как будете добираться? Обратно на нем поедем, наверное. Пока не знаю. Ну вот, сейчас выйдем, переобуемся. Вот и стекло уже купили. Вот чехол и тоже подарок сделали себе на новую машину. До этого у вас были вообще какие-нибудь автомобили? Ну, раньше были только поддержанные машины, японцы были. Вот, после травмы я продал. Ну, одна была, короче, Кровом был. Я ее продал. Вот, сейчас вот на Ладе буду ездить. Ну, вообще машина была вам вручена в рамках программы, да, социального страхования. Какими-нибудь еще положенными вам мерами поддержки вы воспользовались или только в планах? Ну, только в планах пока что. Вот. На реабилитацию съездил в этом году. Здесь, в Якутске был. Ага. В начале года в Москве был, ну, после сразу травмы. Вот. Ну, пока все. Хорошо, спасибо. Ну, а подробнее о программе нам расскажет заместитель управляющего регионального отделения Фонда социального страхования по Республике Саха-Якутия. Предлагаю послушать. У нас существует 125-й федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве. И вот граждане, которые получили несчастный случай на производстве, согласно программе реабилитации пострадавшего, которая выдается Главным бюро медико-социальной экспертизы на основании врачебной комиссии медицинской организации, где вписано, что такому-то человеку необходим автомобиль, или ручной, или автоматическая коробка передач. И согласно вот этих всех документов мы предоставляем автомобили. Если сказать, вообще начать 2001 года, региональное отделение фонда предоставило порядка более 200 автомобилей. А в 2021 году, несмотря на все запреты в связи с пандемией, мы привезли, согласно проведенных конкурсных процедур, согласно 44-го федерального закона, в этом году мы привезли 14 автомобилей. И вот 14-й автомобиль мы сегодня вручаем в этом уходящем году. Также хотелось бы добавить, что наше отделение Фонда социального страхования сотрудничает с Колми уже более 6 лет. За все это время ежегодно Колми приобретает около 10 машин. В этом же году количество машин намного больше, чем в предыдущие. На следующий год заключены уже 2 контракта на приобретение 2 автомашин, также для людей, пострадавших на производстве. Но к этому часу у меня все. Валерия. Благодарю, Саргалана, за такую подробную информацию. Ну а я напомню, что с нами на прямой связи был наш корреспондент Саргалана Неустроева.
Мы идем далее. Жизнь на севере всегда дороже, чем в центральной части России. Для выезда на море сначала нужно приехать в Москву, а прямые рейсы отсюда в разы дороже, чем из других городов России. Такая же ситуация и со стоимостью питания. При поддержке «Алроса» в Мирнинском районе со следующего года планируются перемены. Подробности в сюжете далее. Посчитай давай. 1, 2, 3. 3 цветочка, да? А где больше цветочков всего получилось? На этой полянке. В Мирнинском районе работает более 3500 врачей, учителей и воспитателей детских садов. Съездить в отпуск – всегда затратное для семейного бюджета дело. Галина Ковалева работает воспитателем в детском саду. Обычная история. Из-за высоких цен на перелеты в отпуске приходилось экономить, и не каждый год могла слетать в отпуск в другой регион. Но с 2022 года билеты до места отдыха работникам образования раз в 2 года будет оплачивать «Алроса». Учитывая еще и северный проезд, ездить в отпуск каждый год можно бесплатно. Сейчас, допустим, эта льгота, она очень хорошо, допустим, для нас это будет поддержка, что мы можем и там съездить каждый год, где-то вывести детей, самой где-то съездить отдохнуть. Для нас это хорошая поддержка. С предложениями поддержки для работников бюджетной сферы один из пунктов плана развития Мирнинского района выступил профсоюз «Профалмаз». Как сделать жизнь в алмазном регионе комфортнее, обсуждали на форуме «Будущее алмазных городов» в апреле этого года. По итогам и в соответствии с предложением профсоюза руководство «Алроса» поддержало инициативы. Теперь работники бюджетной сферы, образования и здравоохранения смогут за счет компаний покупать билеты на сумму до 50 тысяч рублей. «Алроса» выделит на это 106 миллионов рублей. Мы придерживаемся того, что мы здесь живем единой, целой, родной семьей и должны, конечно, друг друга поддерживать. И льготами должны пользоваться наши близкие. Это прежде всего врачи, учителя, которые работают вместе с нами, помогают нам в воспитании наших детей, занимаются нашим лечением. Также меры поддержки коснутся и семей с детьми. Сегодня в Мирнинском районе более 5000 школьников средних и старших классов. Благодаря «Алроса» со следующего года для них ведут бесплатное горячее питание. У меня сын старшеклассник, и он завтракает в школе. Завтрак приблизительно 100 рублей стоит, и в месяц около 3000 выходит. Я считаю, что это экономия для семейного бюджета. По подсчетам родителей, в месяц они тратят по 2500 рублей, чтобы накормить чадо утром. А если в семье 2 детей, родительский кошелек страдает еще больше. На эти цели компания планирует выделить 153,5 миллиона рублей. Данные проекты в декабре месяце будут направлены на одобрение наблюдательным советом компании. Компания и в дальнейшем планирует участвовать и помогать реализовывать комплексный план, разработанный Народным активом. Мирнинский район – первый район в республике, да и, пожалуй, во всей стране, где общественному движению удалось достичь договоренности с крупной промышленной компанией о введении в районе масштабных социальных инициатив. В руководстве компании подчеркнули, новая статья социальных расходов не повлияет на повышение зарплат работников «Алроса», которая привязана прежде всего к плановым производственным показателям компании. Тем более в этом году компания планирует в очередной раз увеличить зарплаты сотрудникам. Как стало известно редакции «Алмазного края», в четверг в бюджетном комитете компании приняли первое решение по повышению зарплаты по ряду профессий в ГОКах и УКС. Денис Спиридонов, Анна Брянская, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». На этом у меня все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.